В Абхазии единственное медучреждение, в котором лечат больных туберкулезной инфекцией, республиканский противотуберкулезный диспансер. По данным руководства медучреждения, в последние годы количество выявленных людей, заболевших туберкулезом, заметно сократилось. За последние 5 лет в диспансере закончили лечение и вылечились 375 человек. Уменьшилась выявляемость, скорее всего. Я так думаю, что туберкулез-то у нас есть, но он в данный момент меньше нас болеют туберкулезом и вылечились в процентном отношении, вот, например, от 100 где-то процентов 30-40 вылечились уже. На данный момент у нас в нашем диспансере находится около 33-35 вот так вот человек. Но это число, конечно, колеблется. У нас есть устойчивая форма туберкулеза, есть регулярная форма туберкулеза. Это обычные плюсовые, которые находятся у нас на данный момент около 10 человек. Там есть и тяжелые. Лечение больных туберкулезом проходит как стационарно, так и амбулаторно. В настоящее время амбулаторно лечится более 50 человек. Это те, у кого болезнь протекает в закрытой форме, и они не заразны для окружающих. Лекарственное обеспечение у нас снабжается Минздравом. Через Абхазфармацию мы получаем все препараты, которые нужны для туберкулеза. Препараты выдаются бесплатно. И любому, не имеет значения, кто он туберкулезом болеет, он лечится бесплатно. В каждом районе у нас находится амбулаторный пункт. Где находится при амбулаторном пункте районный врач и районная медсестра. Принимает она пациентов. Наши врачи приходят туда, смотрят динамику лечения, препараты, какие он принимает. Если надо будет какие-то поменять, заменить, они уже решают там в районе. Больные приходят в районный амбулаторный пункт и там уже долечиваются. Развитию туберкулеза способствует неполноценное питание, потребление токсических продуктов, таких как табак, алкоголь, наркотики, а также неудовлетворительные условия труда и быта. В группе риска относятся маленькие дети, пожилые, больные сахарным диабетом, СПИД и ВИЧ-инфекции. Очень часто туберкулез не проявляется на ранних стадиях. При появлении явных признаков он может уже вовсю развиваться, а при отсутствии своевременного и качественного лечения неминуем летальный исход. За последние 1,5 года в Абхазии зафиксировано 4 смерти от туберкулеза. При поступлении пациента в противотуберкулезный диспансер его направляют в приемное отделение, где он 3 дня проходит обследование. Необходимые исследования для установления точного диагноза проводят здесь же, в диспансере. Микроскопию мазочков мокроты, биохимические анализы, общие анализы крови, мочи и геноэксперт. Сколько будет, столько обрабатываем. Можно до 30, скажем, мазочков мокроты. Остальное сколько будет, мы все успеваем. После того, как станет ясно, в какой форме протекает болезнь, пациента перенаправляют в другое соответствующее отделение, где будет проходить его дальнейшее лечение. Отделение устойчивой формы туберкулеза делится на 2 блока. Сейчас мы находимся в блоке, где лежат больные с отрицательной мокротой, то есть фактически они не заразны. А уже вот за этой дверью находятся тяжелобольные заразные. Их на сегодняшний день здесь 4 человека. Лучшей профилактикой туберкулеза является ежегодное медобследование, поддержание здорового образа жизни, физическая активность. Увы, нередкий случай повторного заболевания пациентов. У нас была пациентка, она ранее находилась на лечении, завершила курс лечения. По завершению каждый пациент проходит рентгенологическое исследование контрольное. На тот момент у нее были изменения старые, то есть зажившие изменения уже были, а данный снимок, это на сегодняшний день, выявил у нас изменения свежего характера. Поэтому можно сказать, что у нее отрицательная динамика. Естественно, она будет далее наблюдаться у нас, обследоваться. И уже лечащие врачи будут решать вопрос о дальнейшем лечении, тактике ведения пациента. В настоящее время исследования пациентов проводят рентгенологически. Флюорограф для массового рентгенологического обследования людей уже несколько лет не работает. Чтобы произвести его ремонт, нужны немалые средства, говорит медперсонал диспансера. А главная острая проблема больницы – нехватка кадров. У нас всего 4 фтизиатра, которые занимаются именно туберкулезом. И общего профиля есть врачи, но в основном нам нужны фтизиатры. Молодежь не хотят, они в общую лечебную часть пойдут. Лучше, конечно, фтизиатрия – это тяжелые вещи, туберкулезом связаны, все такое. Это надо какое-то призвание иметь и желание иметь, чтобы пойти учиться на фтизиатра.
В республиканском противотуберкулезном диспансере капитальный ремонт был произведен 4 года назад. Все отделения и палаты оснащены необходимым оборудованием. Здесь есть и детское отделение, в котором уже 2 года нет пациентов, и это радует. Больных кормят 3 раза в сутки. Что сегодня вообще на обед? Чем вы кормите больных? На обед был борщ, гречка, гарнир и курица с подливочкой. Вы каждый раз меняете меню, скажите? Да, у нас каждый день разное. Не жалуются, если кому-то чуть не хватает, кто-то отказался, всегда добавку дают. В период пандемии среди больных туберкулезом не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. По данным противотуберкулезного диспансера, за год в республике от 10-12 человек бросают лечение и уходят. Эти люди фактически являются переносчиками болезни. Принудительно заставить их лечиться невозможно. Больные туберкулезом есть и среди заключенных Дранского СИЗО. Их лечение проходит на месте. Но если болезнь протекает тяжело, заключенного лечат в стационаре. По словам специалистов, к сожалению, в нашем обществе очень часто скрывают свои недуги, что может привести к печальным последствиям. Не надо стесняться то, что болеешь. Надо вовремя прийти, спросить. Все подскажем, все, насколько возможно, поможем. Не надо бояться, не надо стесняться. Надо воспитывать крепкое общество, чтобы было у нас крепкое государство. Без соответствующего лечения человек, больной активной формы туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. По данным ВОЗ, каждый день от этой предотвратимой и излечимой болезни умирает почти 4,5 тысяч человек, а почти 30 тысяч заболевают ею. Вот почему важно своевременно обратиться к врачу и пройти полный курс лечения. Алика Трапшина, Алгухава, Абхазское телевидение.